Лето – самое время для сельской идиллии, даже если живешь в городе. У Мадины Хашагульговой все свое – помидоры, огурцы, перец и свекла. Она умудряется выращивать до 20 видов овощей и зелени. Помидоры, вот мы высадили 100 кустов помидор, конечно, это требует ухода. Тут помидоры есть низкосортные, есть вот таркальный сорт, для них вот отдельно повыше подпорки требуются. Щавель постоянно, морковь, свекла, петрушка, укроп, лук. Вот все время одну грядку мы съедаем лука, я вторую сажаю. Так вот уже 5-я грядка. Листья салата все время нужны бывают. Базилик, кинза. У Мадины большая семья – муж, сыновья, снохи и внуки. Этот небольшой огород кормит 11 человек. Долгожданные помидоры в несколько десятков кустов у огородницы только собираются наливаться цветом. Зато ранние сорта огурцов уже вовсю радуют едоков. Огурцы вот специально, чтобы была подпорка, с двух сторон натянули сетку, и они уже по сетке свободно плетутся с двух сторон. Сорта разные, ранние, поздние. Вот вымпел, хороший сорт. Каждое утро собираем огурцы. Немного, на салат хватает. И так в течение сезона. Вот вчера у меня полив был обогащенный золой. До этого вот бордоской жидкостью опрыскивала. Вредителей пока так нет, но главный враг вообще огурцов – это, конечно, дожди. Секрет хорошего урожая в правильном уходе. Никакой химии, только подкормка, своевременный полив и удобрения. Растения требуют к себе особого внимания. Прямо как маленькие дети, признается Мадина. Чтобы они выросли здоровыми, нужно позаботиться уже на ранних этапах цветения. Лучше всего растет сорняк, который надо постоянно пропалывать и убирать. Все растет хорошо, если позволяет погода, и если есть соответствующий уход. Возделывать, конечно, его надо ежедневно, где-то поливать, где-то рыхлить, подкармливать, собирать урожай. В общем, вот так вот время, конечно, огород занимает. Но зато и удовольствие тоже, мне кажется, удовольствие сорвать свежую зелень, сорвать зеленый лук, сорвать огурец, помидор с собственного огорода, это, по-моему, дорогого стоит. Мадина успевает следить не только за огородом, но и садом. Яблоки, груши, айва и виноград. На приусадебном участке семьи Хашагульговых 20 плодовых деревьев. А под самыми окнами дома еще цветы всех сортов и видов. Некоторые уже успели отцвести, а у других самая пора для активного роста. Цветы тоже радуют глаз. Я высадила там, где есть свободное место, и розы, они растут, и такие разные виды цветы, ландыши, тюльпаны, петунии, хризантемы, в общем, разные цветы, астры. Вот осень вообще здесь очень красиво. Как признается сама Мадина, любовь к земле пришла к ней с возрастом. Хоть сад и огород у нее был всегда. Да и удобно это, когда все в шаговой доступности. Не приходится бегать на рынок всякий раз, когда захочется приготовить салат, рагу из овощей или борщ с домашней свеклой и морковью. Не возделывать, чтобы земля стояла пустая, это вообще, я считаю, преступление. Каждая семья, каждая женщина, конечно, должна хотя бы иметь подручно зелень, чтобы по каждому поводу петрушка нужна, укроп, нужен щавель, чтобы не бегать на рынок. Все это должно быть под рукой. Многолетние старания Мадины даром не пропали. В прошлом году сын решил отправить заявку на участие в конкурсе на лучший приусадебный участок, где домашнее хозяйство женщины оценили на высший балл. Посыл этого конкурса был в том, чтобы люди оставались дома, потому как в связи с известными событиями все находились дома. И занимались общественно полезным трудом, так скажем. Послала фотографии огорода, призвала горожан оставаться дома и так далее. И забыла, скажем так, об этом конкурсе. Спустя некоторое время мне сказали, что меня разыскивают, что мой огород занял первое место. Это для меня, конечно, было неожиданно, но, скажем так, приятная неожиданность. Мадина еще не решила, будет ли участвовать в конкурсе в этом году. Говорит, в огороде трудится не ради грамот и медалей. А все желающие могут подать заявку на участие в конкурсе на лучший приусадебный участок. Первый этап огородных баталий продлится до 31 июля. Тамара Хашагульгова, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.